Золотая Орда покидает Казань. Через 2 недели уникальная экспозиция, рассказывающая о великой восточноевропейской державе, будет расформирована. Экспонаты 13-15 веков отправятся в Эрмитаж, Азовский, Волгоградский, Саратовский и Астраханский музеи. 160 тысяч человек посетили выставку с августа прошлого года. Напомним, выставкой «Золотая Орда. История и культура» тогда открылось единственное представительство Эрмитажа в России – Эрмитажный центр в Казани. На одной из последних экскурсий сегодня побывала Снежана Артамонова. Такой выставки в мире еще не было, говорят сотрудники Эрмитажного центра «Золотая Орда». Не как варварское государство, а как крупнейшая цивилизация. Здесь исповедовали ислам, но относились с терпимостью к другим религиям. Экскурсоводы останавливаются у одной из жемчужин выставки. Список с иконой Богоматери Млекопитательницы. Это единственный экспонат из оружейной палаты Московского Кремля. Последние дни икона хранится на территории Казанского, символично между Благовещенским собором и мечетью Кул-Шариф. Список написан, естественно, русским иконописцем, а вот сам оклад, золотой оклад, очень высокой пробы, был сделан золотоордынским мастером. И то ли по незнанию, то ли по неумению, то ли, может быть, по какой-то другой причине, он поместил во весь этот оклад по всему периметру одно и то же слово «Аллах». Предметы из золота самой высокой пробы. Страховая стоимость экспонатов сотни тысяч долларов. Сотрудники про валютную ценность не говорят, а называют историческую. Первый зал военный «Золотая Орда» появилась в результате завоевательных походов. Такие золотые пряжки в то время выполняли роль погон. Чем их больше, тем выше статус воина. Но ни один не мог приблизиться к золотой палатке ставки великого хана, если он не был женат. Женщины в Золотой Орде занимали почетное место. Даже на миниатюрах изображается трон на 2 места. Правда, многоженство не исключалось. Женщины носили золото, красили брови и прятали немытые волосы под специальными шапками. Каждый экспонат рассказывает о традициях и обычаях. Один из уникальных экспонатов на нашей выставке, он представляет собой как документ и в то же время произведение искусств. Это ярлык хана Тохтамыша. Я замечу, что есть в мире всего несколько таких ярлыков, которые сохранились и представлены вниманию публики в подлиннике, что величайшая редкость. Экскурсоводы говорят здесь, что не экспонат, то уникальный, но признаются особый трепет у стенда с кубком. Это самый ценный предмет, пиршественная чаша, на дне медальон с композицией на тему рая. Этот же кубок и на всех выставочных афишах, как обещание. После выставки полная чаша чувств. От соприкосновения с историей, от встречи с ее реальными свидетелями. Кусок базальтовой скалы, свидетель начала заката Орды. Памятные строки приказал высечь Тамерлан, когда пошел войной на хана Тохтамыша. Этот камень завершает сказ об истории Золотой Орды. Но сам Эрмитажный центр продолжает работать. Уже в июне в Казани вновь ждут Михаила Петровского, директора Государственного Эрмитажа, на открытие очередной уникальной выставки. Снежана Артамонова, Андрей Мохов, телеканал «Новый век».